Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 24 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Выпадает у нас карта Суд. Что будет помогать? Девятка чаш. Что будет мешать? Маг. Это карта отношений, работы, финансов и итог дня. Подсказывать будем на цыганской колоде. Итак, карта Суд. Карта кармическая, да, карта судьбы, когда действительно происходит то, что запланировано, может быть, когда-то давно, да, может быть, это последствия каких-то наших решений, последствия каких-то наших поступков. Карта может говорить о суде напрямую, может быть, действительно у кого-то либо заседание судебное, либо вынесение решения, либо выигрыш в суде, или, может быть, кто-то подает документы только, да, в суд. Но карта говорит о том, что это вот самое лучшее время для того, чтобы начинать или заканчивать судебные какие-то процессы. Особенно если вы чувствуете, что вы правы, что правда на вашей стороне, то, конечно же, это будет, ну, как бы на удачу вам, на благо. А также карта говорит о том, что какие-то сложные очень моменты в вашей судьбе, они наконец-то как бы проходят, заканчиваются, и для вас начинается новое будущее. Эта карта имеет значение возрождения, выхода на новый уровень, да, это как новая жизнь для вас. Это карта выздоровления, исцеления, если кто-то болел, да, карта, когда приходят, знаете, мысли, правильные идеи, которые позволяют нам реализовать себя в профессии, приходят какие-то идеи, которые позволяют зарабатывать больше, да. В общем, карта такая очень серьезная, и действительно вот будут все события и люди просто вести нас к какой-то цели, да, карта хорошая. Если же вы давно искали работу, да, или искали свое предназначение, тоже вот может это быть открыто сегодня. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то вопросы, связанные с деньгами других людей, банками, судами, какими-то налогами, да. Эта карта очень часто показывает какие-то большие перемены в бизнесе, если вот у кого-то свое дело. Также эта карта говорит о том, что какие-то тайные дела становятся явными, да, вот все приходит к какому-то прояснению. А также карта говорит о том, что будут, может быть, какие-то операции с ценными бумагами очень удачные, с государственными деньгами. Для кого-то это наследство, да, получение наследства, либо подготовка каких-то документов для получения наследства. А также карта, когда хирургические операции заканчиваются очень удачно, да. Если сегодня что-то происходит такое неожиданное, да, то обязательно придет помощь. Эта карта также часто военных, пожарных, полицейских, судей, да, то есть вот все это получается вот как бы, ну, на нашей стороне, да, это все в помощь нам, если вдруг какая-то критическая ситуация происходит. Ну, в общем, смотрите, день, который имеет большое значение, решающее, да, он действительно говорит об улучшении, но здесь идут такие ситуации, которые могут быть довольно-таки сложными для восприятия, да, то есть трудно их как-то принять, переварить, но что все это к лучшему, это 100%. Что будет помогать? Девятка кубков. Карта говорит о том, что будет помогать, во-первых, обращение к тем людям, которые могут помочь, да, то есть не нужно стесняться, если мы находимся в каких-то стесненных обстоятельствах. Можно обращаться за деньгами, за помощью в юридических вопросах, может быть, за поддержкой просто вот такой моральной, да. Также карта говорит о том, что если какие-то сложности есть сейчас, ограничения, то они нужны, они как раз важны для того, чтобы, может быть, вы созрели, допустим, для какой-то идеи, да, для какого-то поступка,
чтобы вы осознали, что в вашей жизни происходит, что для вас хорошо, что плохо, чтобы вы почувствовали собственную ценность, ценность собственной жизни и так далее, чтобы вы были самодостаточными, да, то есть все это для этого. Теперь что будет мешать? Будет мешать карта Маг, то есть какие-то поспешные действия, когда мы не оглядываемся на людей вокруг, когда мы не видим последствий своих поступков, да, и вот просто действуем так, как нам захочется, да, вот этого не нужно делать. Если что-то происходит, значит, у этого есть причина. Если что-то происходит даже трудное в нашей жизни, нужно подумать, чем мы могли это вызвать, то есть оценить, да, то есть не нужно думать, что это происходит просто как-то само собой или случайно, и стараться действовать так, как будто бы мы вообще не имеем никакого к этому отношения. Да? Все, что происходит, это последствия наших же поступков, наших же решений. Но и не нужно спешить, не нужно как-то ставить, может быть, слишком высокие цели на сегодняшний день. Посмотрим, что ждет в отношениях. Здесь выпадает у нас императрица, карта, которая говорит о том, что в отношениях у нас все будет благополучно, мы будем очень мудро относиться друг к другу, у нас будет все необходимое для того, чтобы, допустим, что-то купить, решить какие-то важные вопросы, привлечь помощь и так далее. То есть, в принципе, карта очень благополучная, и для семейных отношений она, как бы, самое, наверное, благоприятное. Кроме того, здесь женщине отдается как бы главное место, да, главная роль. Именно от женщины зависит, как будут отношения развиваться. Для тех, кто в поиске партнеры, десятка червовая. Карта говорит о том, что вполне возможно и сегодня встретится какой-то человек подходящий, да, который очень понравится, привлечет внимание. И впоследствии у вас будут отношения такие очень теплые, дружеские, которые со временем могут перерасти в любовь. А для тех, у кого уже есть пара, могут быть вопросы, связанные с детьми, с покупками для детей, с воспитанием, с обучением. Да, вот вопросы мама и ребенок здесь вот могут выходить на первый план. А если же здесь детей нет у вашей пары, да, то тогда вы будете вести себя очень искренне, да, восхищаться друг другом, может быть, делать подарки, принимать подарки. Карта, которая говорит о том, что может быть, вашему партнеру или вам самим потребуется забота, потребуется помощь, и вы ее получите. То есть очень хороший для отношений день. Все решается. А для тех, кто в ссоре, опять же, улучшение, опять идет какое-то исполнение какого-то вашего желания. Может быть, заканчиваются какие-то сложные для вас времена, когда вы друг друга не понимаете, да, и отношения выходят на новый уровень. Для работы выпадает карта «Сила», замечательная карта, которая говорит о том, что какие-то проекты успешно завершаются. Работу, если, допустим, вы искали, вы можете получить. За вами будет последнее слово, к вам прислушиваются, да, у вас хороший авторитет в коллективе, на работе и так далее. То есть, в общем, карта, которая говорит о том, что у вас все очень успешно, вы имеете вес. Дальше смотрим, что ждет тех, кто в поиске работы. Вот для вас действительно открывается прекрасная новая возможность. Наконец-то перемены происходят у вас, и, возможно, вы новых людей встретите подходящих, да, или новая работа будет прям неожиданно появится у вас. Либо через кого-то, да, вы ее получите, либо сами можете найти. В общем, скорее всего, знаете, от того, как вы строите коммуникации, да, как вы общаетесь с другими людьми, насколько вы обращаетесь к ним за помощью, настолько и будет у вас здесь выигрыш, да, вот именно в нахождении новой работы. Или, может быть, даже у кого-то уже назначено собеседование, да, и вы успешно его можете пройти. Вот у нас карта как раз говорит о том, что вот как бы начальник подчиненный находит общий язык. Для тех, кто уже имеет работу, семерка бубновая выпадает. Карта говорит о том, что у вас будет много очень каких-то бесед, телефонных звонков, встреч, переговоров. Вы будете какие-то связи новые завязывать, да, либо старые активизировать.
Может быть, будут какие-то контакты, вот как раз начальник подчиненный, да, или может быть какие-то клиенты такие значимые, да, которые будут долгое время с вами работать. В общем, в принципе, карта очень хорошая для того, чтобы решить все вопросы, связанные с коммуникациями, с переговорами. Для тех, у кого свое дело, десятка трефовая говорит о том, что у вас может быть встреча с администрацией, с людьми, которые на государственной службе. Да? Здесь могут быть решены вопросы с деньгами, с кредитами, может быть, заключены какие-то контракты важные. В общем, в принципе, карта такая очень денежная, да, и карта, когда есть поддержка от лиц влиятельных. Может быть какая-то внезапная денежная удача, финансы для бизнеса. Может быть какая-то защита потребуется вам, да, и вы ее найдете. Для финансов выпадает карта старшего аркана Император. Замечательная карта, когда вы контролируете свои финансы и у вас их достаточно. Для тех, кто на зарплату работает, да, Валет Червовый. Карта говорит о том, что у вас, скорее всего, в этот день близкие люди получают деньги, да, то есть это общие деньги, это общие семейные или деньги вашего партнера, которыми вы пользуетесь вместе с ним. То есть получаете не вы деньги, да, а скорее всего они приходят к вам в семью, в отношения и так далее. Для тех, кто зарабатывает своим делом, здесь вот неожиданная какая-то действительно финансовая удача может быть, какой-то денежный поток. Личные средства пополняются, бизнес пополняется тоже финансами. Очень хорошая карта для того, чтобы новое направление какое-то финансовое появилось. По итогу дня выпадает туз чаш. Замечательная карта, когда мы испытываем удовлетворение, счастье от того, что было сделано за день, да, какие были контакты, как мы вообще проходили весь этот день, и у нас остается такое ожидание чего-то лучшего в жизни. То есть не зря этот день такой влиятельный, он действительно будет закладывать будущее. И вот туз чаш говорит о том, что для вас действительно открываются новые возможности. И, в принципе, это все на благо, на счастье, на удачу. Друзья, всем желаю прекрасного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.